Если задуматься о том, что составляет истинное счастье человека, то, наверное, самым главным можно назвать возможность самореализации, то есть искреннего, самозабвенного выполнения той задачи, с которой человек приходит на землю. Воистину, человек, любящий свое дело, всегда прекрасен и величествен этой преданностью и любовью. Как говорил английский писатель Томас Карлейль, «Блажен тот, кто нашел свое дело, значит, он нашел и цель жизни». Свою цель, свое предназначение в жизни Лидия Александровна Цалиева-Зангиева увидела еще в далекой юности, когда, следуя интуитивному желанию учить, делилась полученными в школе знаниями с соседской детворой. Еще тогда ее безудержно привлекала профессия учителя. Безусловно, уже тогда ей посчастливилось услышать голос своего сердца, и поэтому, повзрослев, она, не задумываясь, продолжила учебу в педагогическом училище. И хотя с ее красивой внешностью, хорошими артистическими данными ей не раз предлагали работу в театре, она все же осталась верна своему призванию – школе. Особенно ей нравилось быть для детей их первой учительницей, раскрывая перед ними окно в удивительный и прекрасный мир знаний, радуясь вместе с ними их маленьким победам. Позднее Лидия Александровна закончила ботанико-географический факультет педагогического института, и снова ее любовь к профессии учителя, ее знания предмета передавались детям, и география стала не только их любимым уроком, но и навсегда оставила в памяти полученные знания. И, наконец, в 1980 году Лидия Александровна Цалиева стала директором своей родной школы номер 1 города Беслана, в которой когда-то училась сама и в которой вот уже 50 лет, с 1953 года, как верно сказано, отдает свое сердце детям. Мы с детства знаем друг друга. Наши родители были большими друзьями. У Лидии Александровны такая мама была. Она известна была в Беслане как хорошая портниха, как чудесный человек. Она, вот посмотреть на нее, это была вся культура в ней, с ног до головы, если можно так сказать. Важдан. Мана бира чифетта, бира хорзинатта, яхамади магдиш. Что от нее просто шло тепло, вот как идет тепло от Лидии Александровны. Никогда не бывает конфликтов именно в нашей школе. Если какой-то конфликт бывает среди учеников, стоит только Лидии Александровне появиться, как все улаживается, если можно так сказать, как все приходит в норму. И это ее заслуга. И она вот так воспитала не только учащихся, но она так воспитывает весь наш огромный коллектив. О Лидии Александровне можно прямо писать книги. О ее доброте, о ее доброжелательности. Она зла никому не желает. И, по-видимому, это отражается на ее здоровье, это отражается на ее семье. Саш Адама Хуждаруай, Фалмандаруай, Юйбарс, Дахимадарус Хорстинат Саузаниш. Я так думаю. Я, если даже немножко старше Лидии Александровны, то я у нее учусь очень многому. Очень многому. У нее учатся не только я, у нее учатся все учителя. Все. Даже вот зайти на урок, вот ее отношение к детям, это вы знаете, как бывает. Вот манасыма уларва иштартахти, ама даражмаллауди, яфтафакашади магма. Сразу дети успокаиваются, сразу обстановка становится мягкой, тихой. И замирают дети, вот замирают, слушая ее прекрасную речь. Вот такой у нас директор. Это чудо,
это находка для первой школы. Эта школа бы, если можно так сказать, давно бы в негодность пришла. Несмотря на то, что нашей школе 100 лет уже было, несколько лет тому назад. Но Лидия Александровна как будто у себя в доме делает ремонт. Она отпуска не знает, она отдыха не знает. Она все время в этой школе. С 53 по 78 год. Она завучем начальных классов, я директором. Ну, по работе у каждого бывают недостатки. Каждый по-своему работает. Но в отношении ее работы я, кроме положительного, ничего не могу сказать. То, что я ей поручал, и то, что ей надо было делать, я спокоен был, я никогда не проверял, потому что знал, что это будет досконально выполнено. Очень добросовестно относилась к работе, ответственно. У нее отношения не только с учащимися, но со всеми очень ровные, очень добрые. И родители, и учащиеся, и учителя все принимали ее очень с большой душой. Она отвечала сама им этим же. И с учащимися хорошие отношения были, очень добрые. Как не хуже относились, чем к своим матерям. Вот так она работала. Ну, таких людей, к сожалению, не очень много. Вот когда вот мероприятия какие-то, то хвалят, довольно-таки среднего, даже не среднего, из него Бога делают. Я этого не делаю. Она заслуживает очень много, о ней очень много хорошего, доброго можно сказать, но, к сожалению, у меня лексикон не очень богатый, чтобы ее полностью охарактеризовать. Но она заслуживает очень многого. Я очень доволен, что судьба меня свела по работе с ней. Перед вашими глазами прошло не одно поколение. И интересно, отличались ли дети, которые учились у вас лет 40-30 назад, от молодого нынешнего поколения? Вы знаете, когда говорят, что дети сейчас совсем другие, я бы этого не сказала. Во все времена были дети слабые, сильные, были способные, да. Ну, вот чтобы такое большое различие было, я этого не наблюдаю. Даже за последнее время дети более развитые, дети более способные. Вот хотя бы вот в этом году мы выпустили 48 учащихся выпускников. Из них 45 поступили в высшие учебные заведения. Одна девочка поступила в лицей, и 2 еще не определились. Я считаю, что это хороший результат, хороший показатель работы всей школы. Как вам удается добиваться и дисциплины, и порядка, строгостью или какими-то другими методами? Я бы не сказала, что строгостью. Я думаю, что это просто вот такое отношение между учителем, между директором и учителями, между учителями и учащимися. Такое отношение просто чисто человеческое, по-доброму, не криками, не наказаниями. Мне кажется, добиться положительных успехов невозможно, только спокойным тоном, внушая, объясняя. Я думаю, что этим мы больше добиваемся. А как вы считаете, где закладывается фундамент будущей личности? Что оказывает большее влияние на формирование мировоззрения молодого поколения? Школа, семья, улица? Я считаю, что первым долгом это семья, затем уже школа. Ну, улица тоже немалое влияние оказывает. И я бы вот хотела обратиться к родителям, чтобы они больше контролировали своих детей, знали, где твой ребенок, с кем он пошел, куда он пошел.
И есть такие родители, которые мало внимания уделяют своим детям. Вот хотя бы каждое утро я, организатор, завуч, дежурный учитель, мы утром встречаем наших детей. И иногда видишь, что взрослый, 10-классник, 11-классник приходит в школу с папочкой, с маленькой, или чисто внешне не соответствует, как бы надо было. Я бы хотела попросить всех родителей, когда утром твой ребенок идет в школу, а ну-ка посмотри, с чем он идет, в чем он идет, когда, в какое время он идет. У каждого стеноведа в нашей школе, а их 6 человек, есть помимо уроков еще и кружок, который называется «Остинские традиции». Чем они занимаются? Конечно, тот материал, который они дают на уроках, этого недостаточно, чтобы воспитывать в духе наших традиций. И учителя наши используют еще дополнительную литературу. И я бы сказала, что дети наши, не скажу, что прямо вот как раньше, но во всяком случае они соблюдают обычаи. По крайней мере, уступить место, уступить дорогу старшему, поздороваться, поприветствовать, помочь. Вот очень интересно, когда я иду в школу, у меня почему-то сумка, наверное, великоватая, и дети маленькие, даже дети маленькие. Дельцана, вам помочь? Мне это очень нравится. И когда мне навстречу бегут дети утром, мне это тоже очень нравится. Просто обнимают, просто здороваются. Может быть, это сентиментальность, но мне это очень нравится, когда дети меня приветствуют, я вижу на их лицах, как они с удовольствием меня встречают. Это громко будет сказано, но я считаю, что наши дети отличаются. По крайней мере, сквернословие я лично за всю свою жизнь в этой школе я никогда от учащихся не слышала. Ни от мальчиков, ни от девочек, ни от кого. Скажите, а какие человеческие качества вы цените больше всего? Я больше всего ценю доброту, милосердие. Я особое внимание уделяю этому, чтобы дети наши, то, что они видят по телевидению, это, конечно, страшное. И я стараюсь, чтобы наши учителя прививали нашим детям больше гуманности, больше милосердия, больше доброты. И это у нас получается. Женщина в любой профессии, она прежде всего женщина. Вы жена, мать, бабушка. А вот китайская пословица гласит: половина неба держится на женщине. Я, например, больше всего уделяю внимание своей работе. Больше всего. Для меня работа превыше всего. В семье мне помогает, конечно, хозяин, и дети мне всегда помогали, они в этой школе учились. Женщина, конечно, должна оставаться женщиной во всех отношениях. Женщиной как мать, женщиной как бабушка, и женщина как хозяйка в доме. Это у меня получается тоже. Вот в остинской семье полагалось воспитывать примером, а не нравоучениями. А вы в своей семье, своих собственных детей, будучи профессиональным воспитателем, педагогом, вы какой методики придерживались в воспитании собственных детей? Я всегда придерживаюсь методики собственным примером. Да. У меня и родители так нас воспитывали собственным примером, и у хозяина родители были, дедушка наш был учителем тоже, так что мы от них тоже переняли. Собственным примером это больше всего влияет. Конечно, слово и лечит, слово и ранит, но личный пример это прежде всего.
А вот какой рецепт счастливой семьи вы бы дали, где старшие уважают младших, где зятья, тещи, свекрови, невестки любят друг друга, ценят и становятся по-настоящему близкими, родными людьми? Ну, в нашей семье это на высоте. Тут уж ничего не скажешь. И зять у нас есть, и невеста есть. Это мои дети. Я считаю, что это мои родные дети. Я к ним отношусь как к своим. Говорить о маме очень трудно, потому что мама – это самый близкий человек для каждого, независимо от профессии, от возраста, от пола, от положения. Мама – это мама. И нет, наверное, таких слов, которые могли бы выразить нашу благодарность, нашу признательность, которые, значит, мы испытываем к нашим родителям, к маме. Ну, моя мама особенный человек, как, наверное, для всех. Она очень теплый человек, у нее тепло дома, у нее тепло в ее большом доме, в ее школе. Рядом с ней хорошо и спокойно находиться всем, детям, коллегам, родственникам, внукам, соседям, потому что она всегда может понять человека, пойти ему навстречу. Бывают такие минуты у меня в жизни, не только у меня, у всех, наверное, они бывают. Депрессия, все плохо, разочарование, вот все плохо. Звонок, слышу мамин голос, такой жизнеутверждающий, такой спокойный, и мне становится стыдно. Ну как вот я могу вот так вот падать духом? Вот мама моя уже в возрасте женщина, никогда не ноет, никогда не жалуется, никогда не сетует. И мне надо держаться. Беру себя в руки, иду дальше по жизни. Не знаю, осознанно или, может быть, подсознательно. Когда вот стоят передо мной какие-то, значит, решения надо принять, жизненные какие-то ситуации сложные, всегда вот присутствует во мне мамин образ. А как бы она поступила? Вот что бы она вот сделала в такую минуту? Приходит решение тоже с маминой помощью. Понимает она нас всех. Вот такая ситуация в московской квартире брата, на самом видном месте портреты старших и мамин портрет. И невестка говорит, мама, говорит, с нами разговаривает, она... у нее лицо меняется в зависимости от обстановки в нашем доме. Если у нас хорошо, мама улыбается. Если мы не правы, плохо, меняется ее лицо. Она смотрит на нас с укором. Она не только мама, она друг. Вот это очень важно, быть другом. Вот сейчас прошло столько лет, я тоже мама взрослых детей, и тоже хочу быть для них другом. Таким, который бы мог понять, не осудить. Если в чем-то не прав, доброжелательно дать понять твою неправоту. Это очень важно, я считаю, для матери. Быть другом. Хочу сказать спасибо судьбе за то, что у меня есть такая мама. Семья Лидии Александровны поистине ее надежный и крепкий тыл, а она для всех своих близких их добрый ангел, хранительница домашнего очага, прекрасная мать, бабушка, жена и, что особенно важно, любящая теща и свекровь. Наверное, без их понимания и поддержки ей не удалось бы совершить так много доброго, не удалось бы всецело посвящать себя любимому делу и высокой миссии – воспитанию подрастающего поколения. А воспитание, как говорила Екатерина II, это самое надежное, но и самое трудное средство сделать людей лучшими. Ну, я работаю с Лидией Александровной вот уже 15 лет завучем в школе, и я считаю, что мне просто повезло с ней. Вообще она очень мудрая женщина. Самое главное, набирая вот кадры учителей, она всегда старается и специалистов хороших подобрать, и людей, которые ей подходят по психологическим каким-то аспектам, и с ее стороны, и со стороны коллег, которых она приглашает на работу.
много хороших у Лидии Александровны качеств, я вам скажу, откровенно, честно, без всяких похвал ее излишних. Во-первых, у нее такие качества, вот видно, природный дар это все-таки. Она учитель от природы, от Бога. Она очень любит людей. Она ценит в людях их хорошие качества и умеет их развить. Она не скупится на доброту, она не скупится на похвалу. Она может человек, который 10 раз где-то провинился в работе, на 11 раз он сделает доброе дело или обыкновенный свой выполнит педагогический долг, она его так расхвалит за это, что он потом будет летать весь год и говорить о том, что я хороший учитель. Вообще она мудрая женщина, очень мудрая женщина, умеет увидеть в человеке и талантливого человека. А если какие-то негативные стороны, она их смягчает, она обходит стороной и не заостряет никогда на этом внимание. Еще я бы хотела о ней сказать вот одну вещь. Вы не знаете, в педагогической практике терпимость – одно из основных качеств. Терпение, еще раз терпение. Иногда бывает такой момент, когда вот просто человек может сорваться, нагрубить или оборвать, когда в ней этого нет. Она может вот найти такую секунду и промолчать. Она может промолчать, выдержать. А потом она тактично, в спокойной форме оценит эту ситуацию и расскажет. Вот так надо было сделать. Вот в этот момент надо было вот так сказать, в этот момент вот так. То есть она уже умудренный жизненным опытом человек всегда дает правильные советы. Она у нас, как знаете, вот такой алмазный стержень, который держит все вот на себе. Энергии в ней достаточно, она очень такая активная. Что касается вот новых течений в педагогической практике, в новых технологиях, она всегда впереди, она всегда в курсе всех событий, знает все модернизации образования, концепцию образования, все всегда она направляет, руководит. Такое впечатление, что она вот как хороший дирижер. Я считаю, такие как учителя, как Лидия Александровна, редкость. Это Божий дар у нее. Есть люди, о которых говорят, что это человек большого сердца, огромной души. Вот наш директор именно такой человек. Человек огромнейшего сердца. Человек, которому в какую бы минуту, с какой-либо проблемой ты не обратился, она всегда тебе поможет, даст нужный и мудрый совет. Это человек очень талантливый, очень способный. Человек, про которого говорят, что он действительно на своем месте. Он руководитель. И мы гордимся, что вот нам выпала такая честь работать под началом Лидии Александровны. И вы знаете, я, наверное, выражу мнение всего нашего коллектива, который мечтает лишь только об одном, чтобы хотя бы в ближайшие 10-15 лет эта женщина была рядом с нами и была директором этой школы. Потому что номер нашей школы, номер 1, всегда ассоциируется с Цалиевой Лидией Александровной. И вы знаете, очень много стихов, песен мы посвятили ей. И вот в прошлом году был юбилей у Лидии Александровны, и мы посвятили ей целую оду. И хочется вспомнить такие слова. Вы улыбнетесь, нам отрада. Вы отвернетесь, нам тоска. И лишь одна нужна награда, чтоб в школе были вы всегда. И пусть года вперед летят, не нужно возраста бояться. Пусть в стаже вашем 50, а в сердце вашем только 20. Я сама в этой школе училась, помню еще ее, когда я была ученицей, Лидию Александровну, с каким удовольствием мы ходили к ней на уроки, как нам было интересно и здорово всегда слушать этого удивительного человека. А сейчас уже 12 лет я работаю уже в качестве преподавателя русского языка и литературы, и уже смотришь на Лидию Александровну немножечко другими глазами, уже глазами учителя, и видишь, сколько в этом человеке удивительной мудрости, чистоты, теплоты душевной, и учишься у нее вот этому всему, этим всем качествам.
И действительно, если спросить любого человека в нашем коллективе, ну, буквально все отзываются они именно так и считают, что нашей школе повезло, что у нас такой директор, и во многом благодаря ее педагогическому таланту, ее такту и человеческой душевности вот в нашем коллективе вот такая вот добрая атмосфера. Лидия Александровна вот, удивительный человек. Вот вы никогда не услышите, чтобы она повысила голос. Но если вы прогуляли урок и стоите в коридоре, и проходит она, то вам станет очень стыдно за то, что вы не находитесь на занятиях. И она ни с кем никогда не ругается. Если, допустим, к ней зайдут два спорящих человека, она их помирит. И причем примет сторону и того, и другого. И они сами поймут, в чем они были правы и неправы. В нашей школе учатся около 1000 человек, и согласитесь, это немало. И вот у Лидии Александровны хватит тепла и доброты на каждого из учащихся нашей школы. Ну, она каждого любит, каждого, как мать, может приласкать, помочь там в какую-то трудную минуту. Ну, это замечательный человек. Она вот эту работу она делает не потому, что вот должна это должностью, а потому, что вот это у нее изнутри идет, из сердца. И, конечно, это очень хорошие качества, которыми она учит и других детей и людей, чтобы они были такими же. Она учащихся учит не только тому, чтобы они были замечательными отличниками, там, по учебе блистали, а тому, чтобы они были человечными, хорошими, добрыми людьми. Безусловно, отрадно слышать столь искренние слова признания таланта Лидии Александровны Цалиевой как руководителя, воспитателя, благодарность ей за многолетний труд от ее учеников и коллег. Но, наверное, еще более ярким доказательством успеха учителя, воспитателя можно считать благодарность бывших учеников, выпускников этой школы. Есть среди них спортсмены, художники, бизнесмены. Они не только поздравляют Лидию Александровну с праздниками, но и делают подарки всей школе, как, например, братья Букоевы, подарившие школе телевизор и холодильник, как Олег Геоев, подаривший всем 63 учителям школы конверты с 500 рублей, как Таймураз Мамсуров, подаривший к 1 сентября большую географическую карту, как Хазмурат Зуцев, проводивший строительные работы, и многие-многие другие. Признавая нелегкий, но счастливый и благодарный полувековой труд Лидии Александровны, огромный вклад, сделанный ею в дело воспитания молодежи, ей, наряду со многими грамотами и наградами, было присвоено звание почетного гражданина города Беслана. И думаем, по праву должно быть присвоено и звание заслуженного учителя Российской Федерации в связи с ее 70-летним юбилеем и 50-летием работы в школе. И пусть судьба будет благосклонна к этому теплому, чистому, доброму человеку, настоящему профессионалу и мудрой, красивой женщине. С юбилеем вас, Лидия Александровна! Нам повезло вот в нашей школе. И мы хотим сказать, дорогая Лидия Александровна, здоровья вам, счастья, и чтобы вы еще долгие годы были всегда вместе с нами.